Здравствуйте, привезли Александра. Мы также все время ожидаем его. Сейчас, возможно, поздороваемся. Ага. Привет, Саш, все хорошо было в тот день. Сейчас подождите. Спасибо, ребята. Спасибо. Хорошие ребята. Спасибо. Все истории войдете. Еще до сюда надо бегать. Bunlar verirler, vitamin verirler. Витамин, да, точно витамин. Какие витаминчики? Ну, в прошлый раз хуже было. Прямо это настроение. Hasta böyle sus hasta. Все-таки надо Допросили двух свидетелей. антидепрессант Дед Мороз. Егорова, он известен как Дед Мороз Да. в отряде. И Да, Дед Мороз. Евгений Ростокин, это вор. Ой, как хорошо. Ростокина допросили по месту жительства в суде в Оренбурге, в Центральном районном суде он давал свои показания. В общем, очень яркое было выступление у Деда Мороза. Егорова. То есть он очень положительные характеристики дал Александру. Разумеется, сказал, что это добрейший, гуманный человек, что он никаких призывов к экстремистским действиям не осуществлял. А наоборот, даже подчеркнул, что Александр все время говорил, что ни о каком насилии по отношению к власти, к представителям власти, к отдельным, ко всем, там, неважно. Речи вести нельзя, никому мстить нельзя. И даже мало того подчеркнул, что если вдруг президент станет простым человеком, сказать, ну, когда-то там окажется не у должности, то люди будут следить за тем, чтобы он не подвергался насилию, никакой мести с чьей-либо стороны и так далее. То есть в целом эти показания, они опровергают позицию обвинения о том, что Габышев делал какие-то призывы к экстремистским действиям и так далее. Очень интересно рассказал он о моменте захвата в сентябре 2019 года там, на трассе. Сколько человек в этом было задействовано. По его оценкам это было 30-40 человек. Все были в неопознанной форме, черная форма. Какая-то никто не представлялся, не называл целей вот этой операции по задержанию Александра уволокли вниз лицом с этого места, повалив предварительно палатку. И особенно сказал, что особое внимание было уделено его тележке, вот этой знаменитой, с которой он шел по трассе. А под нее была выделена заранее отдельная машина, эта тележка была погружена туда. То есть это вот, ну, я так понимаю, что это какой-то был для них символ особый, да, вот именно эта тележка, то есть она подразумевала, наверное, что если вот ее и не будет, значит все походы прекратятся, наверное. Так, поэтому, в общем, дальше был Ростокин, как я сказал, его допрашивали по месту жительства, ну, собственно говоря, и Егорова, Деда Мороза тоже допрашивали по месту жительства в Тюмени, в суде, а Ростокина также в Центральном районном суде Оренбурга допросили.
Он, в общем, тоже подтвердил, что никаких призывов к экстремистской деятельности от Александра не звучало. Он сказал, что роликов этих он не видел, каких-то, которые говорят об этом. Ну, также дал характеристику Александру как доброму, так сказать, человеку, который никакой агрессии ни к чему не призывал и сам никакого агрессивного поведения не проявлял. Вот по состоянию, вот о том, что постоянно говорят психиатры, опасен для себя и окружающих, да, вот это очень ярко показал Егоров, опять же, Дед Мороз. То есть он сказал, что никаких малейших признаков вот этого вот опасности для кого-то не было. Он постоянно призывал к гуманизму, даже если какие-то были конфликты, всегда их спокойно решал, без каких-то, без агрессии, без тем более насилия какого-то. То есть ничего в его поведении никогда не показывало на то, что он опасен для себя, либо для окружающих. Да, он высказывал какие-то, кстати, опасения, что вот с ним что-то могут сделать, убить могут и так далее. Но никаких мыслей даже не высказывал относительно того, что в самоубийстве или еще чем-то. То есть как бы все, что вот связано с опасностью для самого себя. Сейчас все. Сегодня прокуратура еще представила документы ряд. А на этом уже все. Закончилась стадия представления доказательств со стороны обвинения. И с завтрашнего дня начинается уже стадия представления доказательств со стороны защиты. Нет, еще пока не принято. Спасибо, друзья, то, что делитесь этим видео, оставляете комментарии, как можно больше распространяйте информацию. Кто как может, так и помогает. Спасибо всем, друзья. С вами был Сергей Тихий и Виктория. Пока-пока. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До скорых встреч.